Испытано на себе. Друзья, мы рады приветствовать вас на телеканале Якутия-24. В эфире передача «Испытано на себе». И, как я думаю, вы уже заметили большое количество стекла в нашей, можно сказать, мобильной студии, то сегодня у нас речь пойдет о стекольщиках, о стеклорезании, если так можно сказать. Рядом со мной Альберт, он сотрудник стекольного цеха «Андулин». Приветствую. Здравствуйте. Альберт, вот сегодня я думаю, что ты познакомишь меня, в том числе наших зрителей, с основами, как грамотно, правильно резать стекло. Хорошо. Вообще, для резки стекла я знаю, что нужен стеклорез. Да. Стеклорезы бывают одного типа или они разные? Ну, стеклорезы есть ручной стеклорез, вот обычный такой. И это для фигурных резок. Ну, и есть быстрорез. Быстрорезы бывают нескольких видов, длинные и короткие. Самый оптимальный вот 1,20 м. То есть вот этот достаточно приложить, и по линии он уже будет По резать. размерам выставляете и все режете. Ага. Вот так. Так, сейчас Чему пока. сегодня я научусь? У нас сегодня как раз есть маленький заказ для вас. И вы вот по этим размерам будете резать стекло 4-миллиметровое. Это оконное стекло для стеклопакетов. Так, 0,25 на 0,50. 4 штуки. Ну, можете по одной делать. Да, давайте попробуем. Начнем. Одевайте перчатки для безопасности. А вообще, что самое сложное в стеклорезании, когда режешь стекло? Самое сложное это... Ну, сложности таковой нету. Просто надо быть чуточку внимательнее. Все получится. Хорошо, ну давайте начнем. Подбираем примерно такое стекло. Так, И я вот сразу такой штукой. Поставим стекло, чтобы чуть-чуть торчало. Так, я тоже. Может быть, давай ты одно отрежешь, да? Я потом второе. Выставляем тут на 50 сантиметров. Видите, да? Прикладываем, чтобы тут это бегало по ней, по стеклу. Чуть-чуть надавливаем.
бы не резон, да, переобретать. Так, а можно и так, да? Мгм. Вот вперед надо надавливать. Ага. Так, и теперь И надавить. поехали. Еще сильнее. Теперь отламывай. С самого края. Вот так. А, вот так вот? Мгм. Давайте. Вот. А, я почему-то думал, обязательно надо на край как-то вот так вот. Нет. Заламывать. Не обязательно. То есть, если стекло хорошо отрезано, то оно, можно его, в принципе, Да, так да, расколоть. да, Да, очень хрупкая работа. да. И стучать не обязательно. Раньше же... постукивали? Да, постукивали. Ну, не знаю. Раньше, наверное, стекло, качество плохое было. Сейчас стекла хорошие. Мгм. Можно А и мы так. можем что-то попробовать вот этим уже стеклорезом, да? Можете. Фигурное, то есть можно еще как бы Я фигурно вырезать? фигурно вырежу. Так, вот. Вот так. И также ломаете вот так. Ого. Фигурный рез. Вы теперь можете вот рядом вырезать вот такую же. Ну, тут уже вот у меня образование художественное. Ага. Вот это тоже помогает, не знаю. Я думаю, это очень помогает. Также можете здесь сделать, повторить. Я бы сказал даже, что у меня почерк не очень. То есть вот сейчас нужно повторить контур, да? Да. Ну, по звуку надо почувствовать. А, Видели, да? примерно, Звук режущий. Надо держать как ручку обычно. да? Ручку как обычно. Да. Вот, 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 вот. Ой. Так. И с самого края. А, вот здесь. Еще с самого края. Еще прямо? Да. Вот Ух ты. так. Ну, нормально получилось. Слушайте, здорово. Чего себе? Если правильно этот стеклорез держать, все получится. Угу. Это тоже, наверное, какой-то... Ну, написано Япония, да? Да, это японский. А вообще у них наконечники алмазные, да? Нет, Или не это обязательно? ролика обычный. А, просто металл, да? Да. А. Я помню, у нас, ну, у меня в детстве на даче такой с алмазным наконечником, Мгм. стеклорез был. Так, ну что, хорошо. Есть еще какие-то нюансы? В принципе, для базовых знаний, я думаю, достаточно. Мгм. А, Можете сейчас полирнуть края на этом стекле. У нас вот аппарат есть. Это надо туда перейти, да? Да. А, ну давайте так, интересно. То есть для того, чтобы убрать такую режущую кромку, да? Да, чтобы Можно руки не резало. Мгм. А, ну давайте сейчас мы переместимся в другую часть цеха и будем полировать края стекла. Ну, То есть это как бы полировочный Да, станок для да. стекла, да? для. Она именно края Давай убирает. Так, сейчас покажем. То есть после реза вот эти части, они достаточно опасные, да? Становятся. А в каких случаях полируют края стекла? Например, если это полка, если это для стола, где руки постоянно, ну, как сказать, В да, контакте, то есть. контактируют со стеклом, они кромка убирается вот таким станком. Там алмазные диски стоят на них, Мгм. по разным толщинам сразу подбираются. Вот такие. И то есть она вот эту форму придает. Да, Сейчас, стеклу. смотри-ка. краю стекла. Ага. И они могут быть разные, да? По форме? Нет, только по толщине. Форма у них одинаковая. Округлая такая. Да. Хорошо. Так, ну сейчас, я думаю, Альберт покажет одну часть, а вторую попробую я. На первый взгляд, вроде ничего сложного. Ну, ставим на присоску, надавливаем. Но у нас такой станок. Это для фигурных стекол называется. Но можно и прямые сделать. Тоже охлаждают водой, да? Мгм. И вот края уже не такие острые получаются. Да, действительно.
вот этой толщины стекло используют как раз для полок. Да, для полочек. Я понял, что мне это напомнило. Это полка из холодильника. То есть Да, 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 да. холодильники такие же. Мгм. Так, ну давай сейчас я попробую вторую часть. Мгм. Испытано на себе. Испытано на себе. Так, здесь у нас вот такая вот педаль. То есть это присоска, которая придавливает. Я должен держать ее, да? Нет, отпустите. Сейчас она вот почувствовали, да? Все, понял. И включаем воду. И вот эти. И вот тут Видно, да? видно. С самого уголка, да? По высоте тоже надо было регулировать, да? немного? Да. Ага. Ну, нет, она как раз... Она вот сама попадает. Она сама попадает. Сейчас снимайте и посмотрим. Так, нажимаю. Вот так. Все. Ой. Это туда, да? Ну как? Ну, чуть-чуть надо было надавить. Ага. Видите? Ну, она уже начала снимать. Но не до конца. Ну, принцип, в принципе, понятен. Понятно. На этом станке еще можно углы закруглить. Ну то есть это как шлифовальный станок для стекла, Да. то есть можно как бы и обработать по-другому, Да. да? Ага, отлично. Ну вот век живи, век учись, я даже вот не знал, что в принципе... Ну, мог бы догадываться, просто об этом никогда не задумывался. Оказывается, вот так вот можно прошлифовать край стекла, чтобы оно стало более безопасным. И можно было использовать уже каких-то действительно мебели, да, и так далее. Друзья, кстати, вот форма этого стекла мне еще как бы перенесла немного в советское время, когда я помню автомобили в нашей, ну, как бы мороз был еще даже крепче, да, чем сейчас зимой. И я помню вот прямо отчетливо, что здесь были кусочки пластилина, и на автомобиле клеили вот такие вот прозрачные, ну, соответственно, стекла, да, для того, чтобы не запотевал стекла в салоне. Вот. В последнее время где-то 8 лет, наверное, да? Да. Примерно 8 лет уже широкую популярность у нас в республике, ну, особенно, конечно, в городе Якутске, получили распространение пленки ПЭТ, то есть обклеивание автомобилей, окон автомобилей изнутри пленкой ПЭТ. Это такая прозрачная ПЭТ-пленка, которую мы сейчас, кстати, вам покажем. Ну, я думаю, что вы все, практически уже все знакомы с этим материалом и с тем, как он используется у нас в нашем суровом климате. Вот, но сейчас мы, наверное, так как деятельность, да, стекольного цеха не ограничивается только стеклом, также мы можем, в принципе, сейчас узнать, как делаются, как клеятся вторые стекла, но это в этом случае уже не стекла, а пленка ПЭТ на наши автомобили, которые эксплуатируются нашей лютой зимой. С чего начнем? Я вот, кстати, вижу прямо за моей спиной сейчас, это большая полка, где находятся шаблоны, да? Так, перед нами сейчас находится пленка ПЭТ толщиной 0,7 мм. А вот за моей спиной, я думаю, что это, наверное, уже годами, да, накопленный материал. Это практически все, да, автомобили здесь. Да. Это шаблоны стекол автомобилей. То есть, ну, на моих глазах буквально сейчас приходили заказывать на УАЗ Патриот, например. Это заняло буквально сколько? Ну, несколько минут. То есть, потому что все, в принципе, как в библиотеке, да, в каталоге здесь. Задние и передние стекла багажника. И буквально сейчас мы покажем, как происходит этот процесс. Так, Альберт, какую машину мы будем сейчас готовить? Это Филдер в 161 кузове. Передние стекла и задние боковые. Передние боковые и задние боковые. С напуском по длине делаем, чтобы была возможность открывать зимой. То есть вот это, Да. вот эта часть, да? Да, вот этот шаблон уже под запуск сделан у нас. Ага.
легко обводим вот так просто. Какой самый необычный автомобиль вам приходилось обклеивать пленкой ПЭТ? Ну, бывали случаи, приезжали тут эти многотонные машины, эти френч-лайнеры, эти китайские грузовики ФАО, они прямо на машине сюда подъезжают. В центре города это, не знаю, для нас это было это. То есть огромная фура приезжает Да, и да, говорит, да. мне Чтоб нужно там было. обклеить окна, да? Да. Кстати, можно ли, вот я знаю, что на боковые, да, стекла это клеится, а можно ли на лобовое это клеить? На лобовое можно, если у тебя лобовое стекло не слишком гнутое, но все равно не рекомендуется, потому что там сильно искажает. А, идет искажение Да, пленки. да, 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 там все двоится. Также я смотрел, как работает Альберт. Это все так легко и просто, но... Так. Как-то прямой рез делаете, да? То есть надо сильнее давить вперед, да? Или нет? Тут даже... Есть какой-то секрет? Вот А, так, вот. ага. Так, производительность цеха упала. Последние годы мы еще заготавливаем стекла на популярные машины по 100 штук, по 80 штук. Это зимой, когда сезон, очередей мало было разгружать То есть очереди. вы заранее Да, нарезаете, заранее приготавливаем. И это очень сильно помогает. Кстати, как не, у кого, как не у вас, можно спросить, какие самые популярные машины у нас в У республике? нас в Якутске, ну, эти Алионы, премии, Филдера, Мгм. еще Land Cruiser 200, почти что самая популярная машина. Да, даже больше, да, даже больше, чем Prado, даже больше, чем 100-й крузер. Но 200-й крузер идет 570-й Lexus еще. А, то есть, ну, по размеру, да? Да, они подходят. Их очень много. Больше даже этих пробоксов суксидов. Ничего себе. Никогда бы не подумал. Ну тут, наверное, ситуация такая же, как вот с германскими стеклорезами теми же, да? То есть человеку, допустим, чтобы обклеить машину, нужно купить лист, да, ПЭТ, потом что там, по-моему, скотч, да, двухсторонний и так далее. В принципе. Так, ничего себе, сколько минут я потратил. Ну, готово. То есть у нас сейчас есть два передних пассажирских, да? Два передних боковых. И это Давайте вот это тоже окно сделаем. вот такой. Это заднее боковое Мгм. окно. По-быстрому. Обратите внимание, сейчас сможете даже засечь время, сколько уйдет сейчас у Альберта, чтобы вырезать эту деталь. Вот, у меня получается 15 секунд. Ну что, готовы у нас все стекла, получается, это, да, боковые на Toyota Fielder. И сейчас мы с вами переместимся в цех, где происходит установка пленок ПЭТ. И также познаем азы, пообщаемся с мастером, ну и узнаем, может, какие-то нюансы. Поехали.
Друзья, кстати, когда мы говорим про стекло, также не стоит забывать про их аналоги, то есть оргстекло, да? Для чего оно используется? Сейчас в данное время оргстекла это прозрачное пластиковое стекло. Например, данный заказ идет на спецтехнику боковое стекло. Это, по-моему, Caterpillar, бульдозер. Их заказывать в Якутск сложно, и они заменяемы пластиком. То есть они дают размер и, в принципе... Да. Можно заменить. Оргстекло такое же прозрачное, да? Да, идеально прозрачное, но оно с нюансом, со временем оно мутнеет. Не стеклорезом, а, соответственно, Да, пилами пилить. пилами. Не ломается она, и по прозрачности она вот идет. Ух ты! Сюда действительно она прямо это. Вот его практически как незаметно, только видно отражение, да? Да. И прочная. Вообще она не ломается. Никак не сломать ее. Ну вот такой вид стекла получается. Ага. Здорово. На моторные лодки делают, на спецтехнику. Так, ну что, друзья, да, очень интересная информация. На самом деле для меня этот материал как-то немножко нов. То есть оргстекло, оно обычно очень Хрупкое, да? Да, хрупкое. Это монолитный Карбонат. поликарбонат. Ну а сейчас мы перейдем к следующему виду деятельности. Это установка пленок ПЭТ на автомобиле. Друзья, ну а сейчас мы перенеслись в цех, где производится непосредственно установка пленки ПЭТ. И сейчас мы пообщаемся с Юрием, который расскажет про нюансы установки пленок ПЭТ на автомобиле. Так, Юрий, ну с чего... Начинаем установку. Да. Так, перед тем, чтобы установить установку ПЭТ-пленки, надо протереть стекла. Ага. Протереть так, чтобы насухо было. И если влага будет оставаться, если установишь вот эту ПЭТ-пленку, если влага немножко останется, она начнет потеть внутри. А чтобы не потело, ее протереть надо хорошенько. Перед тем, как установить ее уже, надо будет делать вакуум. Вакуум это чтобы, как сказать бы, чтобы воздух не попадал и не пыль. И не всякая там сырость. Перед тем, как установить, надо будет подготовить. Так, перед тем, чтобы сделать с открыванием, надо его будет просунуть между стеклами. Ну, между стеклами и резинки. Ага, берете маркер. Чтобы сделать с открыванием, надо его просунуть. Отмечаем по корпусу машины, вот, ну, панели. Все. Снимайте. Вот так вот будет уже с открыванием. Получается. Вот здесь будем наносить верхнюю наклейку, чтобы наклейка была уже, получается, сверху линии. Так. Перед тем, как крем наложить, надо снять будет поверхную защиту. Получается, пленка ПЭТ, она защищена, Да, она защищена другой пленкой. Да, защита. Всю сдирать нельзя. Если сдерешь полностью, получается, пыль вся садится. Она магнит. Как обычная тонировка. То есть только по краям, да? Только по краям. Перед тем, как только наложить крем, скотч двухсторонний. Друзья, сейчас, глядя на отточенные движения Юрия, я понимаю, что с левым стеклом, с левым окном будут, наверное, тоже задержки и небольшие проблемы. И главное не торопиться. Сколько ты уже занимаешься установкой? Вообще, да? Ага, Ну, 4 года уже. 4 года. Так, здесь срезаем
почти что заподлицо, чтобы не было зазора. Ага. Если будет зазор, здесь будет проходить воздух. Да. То есть нужно сделать как можно, чтобы воздух туда Все, как практически не должен поступал. быть, как вакуум быть. Мгм. Все, готово, можно устанавливать. Так, хорошо. Испытано на себе. Испытано на себе. Сейчас устанавливаем, просовываем. Здесь нюанс, чтобы не торопиться. Здесь надо будет выставить ровность. Это все вот выставили. То есть фиксируем. Да, уже установку, все. да? Ага, чтобы все ровненько было. Снимаем скотч. Это поверхность защиты клейки. Приклеиваем с нижней стороны. А почему именно скотч 3М? Вот это то есть уже такой как бы стандарт, да? Да. Так, ну пленка уже приклеена. Всё, Поэтому пленка уже приклеена. я вот могу ориентироваться по секундомеру, который находится здесь на камере, то меньше минуты ушло на то, чтобы приклеить пленку у профессионала. Сейчас посмотрим, сколько времени займет это у меня. Пленка PET, она очень прозрачная получается. Да, очень Практически. из стекла. Единственное, что если оставить ее на летнее время и открывать... Но она пыль, будет да? мутнеть. Мутнеть. Да. От И того, ни что- кроме случая тряпкой не протирать, а фиброй тряпкой. А если открывание и закрывание, она вот здесь протирает. Потому что там пыли, там всякие, Ну-ну-ну. ну, под резинкой. Да, но у меня было тоже со временем, получается, вот так вот здесь такие полосы остаются. Ну, это если часто открывать, закрывать. Ну, задние можно оставлять, а передние можно, ну, в марте месяце уже снимать. Мгм. Ну что, мне досталась правая, получается, водительская дверь. И сейчас я должен пропустить пленку под вот это, между стеклом и резинкой, обшивкой. Так, чуть повыше надо, наверное. Немножко вот так пальцем. Пальцами. Был, чтобы зазор быть. Чтобы, Зазор был, чтобы небольшой, да? Да, чтобы вытащить это защитную. Так, маркер. Так, вроде ровно, да? Мгм. И провожу отсюда. От края до края. Практически все, наверное, да, просят, чтобы... Да, с открыванием. Была возможность Желательно, да. Так, следующий этап мы должны также по краям. Ага. Снимаем Ты защитную помнишь, что ты делал это очень быстро. если уже набито. Ну, ничего страшного. Так, это что? Бывает такое. Вот так, да? Ага. Можно с той стороны дальше идти. Точно. Продолжать. Ага. Вот надо выше этой Выше красной линии. линии. Ага. Немножко, чтобы она тут. А так у меня уходит время на машину вот на 4 стекла. Где-то минут 5. Серьезно? Да. В день я по 40 машин делаю. Вот это скорость. Так, вот Тут так. все Да, всё. нормально, да? Ага. Так, теперь Вот от с этого края и по кругу. над красной Да. полоской. А как-то сразу пришли, да, к скотчу 3М? Или были какие-то эксперименты? Ну, были, короче, как поролоновые.
А, точно. Да, тоже двухсторонний. Типа утеплитель для дверей. Для дверей. Такого, да. Вот, им сперва клеились. Но он толстый, да, Он получается? потолще немножко, да. Ну, там без открывания было, просто на колеса. Ну, получается, ширины вот этого скотча, он достаточно узкий, тонкий, да? Да, Его хватает, да? да, его хватает. Так, да. я тут А себе... здесь надо будет, О, на поворот. вам на повороте надо было округлить. И... Так, здесь. Прямо впритык, да? Сложное дело, а? Так, ну мне кажется, сейчас самое сложное еще впереди. Да. Ну что, переходим к самому ответственному этапу. Завожу и примеряю, да? Вроде нормально, да? И отсоединяю нижнюю. Чтоб раньше времени не приклеилось, да? Да. Так, да? Хватит. Вставляю. И Все, потом его, надеюсь, ничего не сместилось. его пока не прижимаем. Не переживаем. Нет. А. Всё, готово. Он самый ответственный этап. Вот это самое, да. Теперь убираем пленку. Да, пленку с той стороны надо будет, спереди убирать. Спереди. Почему спереди? Потому что вся влага, как я объяснял, магнитит он будет. Чтобы не магнитило, да, его надо будет вот, что вся грязь наружу. Ага. Отсюда и идем потихоньку, да? Нет, Нет? нет. А, Ставим. Все, ставим. я уже забыл урок. И И все, и начинаем. вот так, да? Ага. одновременно прижимаем. Одновременно прижимаем сюда. Отлично. И еще поджать, да? Да, опять, ага, обязательно. Можно снимать чуть пленку. Теперь снимаем. Ну, это, кстати, самое приятное, по-моему, да? Да. Всего процесса это в конце. Да, вот это Снять уже. эту пленку. Как-то подцепиться. Ногтями делать? Я стараюсь ногтями, да, так быстрее. Красота. Ну что, друзья, сегодня, я думаю, был очень такой насыщенный выпуск. Сегодня я не только научился резать стекло, но также устанавливать пленку PET так, как это нужно делать. Но я думаю, что, мне кажется, люди тоже выбирают не всегда как бы своими руками, да, делать, потому что те же расходные, допустим, на пленку, На на пленку. скотч и так далее, то есть они иногда даже, наверное, могут и превысить затраты на то, если вы обратитесь к специалистам. Ну что, Юрий, хотелось бы поблагодарить Юрия, поблагодарить стекольный цех «Андулин» за уникальную, замечательную возможность сегодня обучиться еще одному новому делу. Я думаю, что вам тоже понравилось, поэтому следите за нашими выпусками передачи «Испытано на себе» на канале Якутия-24. С вами был Руслан Ачиров. До новых встреч! Испытано на себе.